Всем привет, всем привет. Город Якутск, 13 марта сегодня. 13 марта. Вроде бы теплеть, что ли, начало. Так вот. Иду, в принципе, комфортно идти. Не знаю, градусов 10-12 всего. Даже рука не мерзнет. А с утра было холодно, минус 30. Вот за день прогрелось от солнышка. Ну да, по идее это должно уже теплеть. Солнце отражается в дому, вон он блестит. Ну вот за ночь остывает довольно-таки сильно. 30 градусов. Говорю, даже ниже, говорят, опускалось где-то. Так, что у нас с вами? Сегодня 13-е, да, 13-е. Счастливое число, уже четверг. Ну, хорошо, что на пятницу 13-е не попало. Так, успею, я не успею перейти. Должен успеть. 9 секунд у меня. 10. 6, 5. Тут еще скользко ходить. Ой. Так, это у нас улица. Я уже что-то стал забывать. Давно не ходил. Так, улица Пушкина, этот дом. Но Пушкина это вот эта улица, на которой цирк стоит. Пушкина, да. А вот эта улица. Так, посмотрим, дойдем до куда-то. То ли Шевкунова, то ли Горького. Вот что-то одно из двух. Тут когда-то давным-давно была деревянная, естественно, застройка. Ну, как и весь Якутск был деревянно застроен. В основном только где-то центр, местами каменные дома. А здесь вот все деревяшечки, этажечки такие, двухэтажечки стояли. Ну, они, естественно, из-за грунта, из-за того, что прямо практически на земле построены, все перекосились. Да. Жилье-то долго не стоит. Вот если прямо не по технологии свайной построено, оттаивает грунт и довольно быстро все это косится. А вот такие сваи, вот тут сваи, видите, да? Для чего они только? Вон там еще сваи стоят. Вот на сваях-то оно стоит нормально. Вот и то, и то, и то. Вот 202 микрорайон, там была целая проблема в дому, ну, который насыпной. Так, ресторан Тотоханна с национальной кухней. Нужно сюда сходить, покушать нормальной еды человеческой с мясом. Люди уже по домам идут. Сейчас время 6 час уже. Так, тут мне придется постоять. Это у нас улица Короленко. Улица Короленко. Такая вот она. Ну что, доставщик такой интересный. Смотрите, как он едет. У него такая накидка спереди, чтобы не мерзнуть. А вот он так едет. Доставка. Ну вот у них какой-то транспорт они используют на аккумуляторах, что ли. Хотя вот даже сейчас, если его где-то оставишь, не знаю, аккумуляторы замерзнут. Тем более утром минус 30. Ну, он однозначно куда-то в теплое помещение затаскивает. Интересно, да. А так
Если ногами крутить, то в принципе это не совсем желательно. То есть физическая нагрузка на морозе приводит к тому, что усиленное происходит дыхательный процесс, дыхание это увеличивается, естественно, кислорода больше надо. А заглатывать холодный воздух. Ой, да кто там летит? Самолет летит. Взлетел, что ли, он? Ага, малая авиация полетела с аэропорта города Якутска. Куда-то в район он летит. В Улус. О, тут чуть башню поставили, антенны сотовых операторов, я вижу. Так, на этом мы вышли на улицу Курашева уже. Вы видите, тут как классно сделали. Засадили березы. И такая аллея. Такая вот аллея. Напротив, кстати, здесь, там через дорогу, костел, католический храм. А мы с вами вон сейчас туда через дорогу перейдем. Так вот, пойдем посюда, по этой дороге. Тут школа, лицей, или как он называется. Ну да, по-моему, так. Все в эту школу стремятся детей устроить. Такие таблички стали вешать: опасный сход снега и льда. Вот, смотрите, тоже сваяно. Что тут делается? Вот на таких сваях Якутск современный он стоит. Иначе никак не получается на вечной мерзлоте строить дома. Ну вот, в частности, вот эта вот КПДшка, еще советская, пятиэтажная. Вот у нее мы видим свайное основание. И, кстати, его закрыли, смотрите, решетками металлическими. Специально, чтобы туда люди не лазили под дом и не гадили там, мусор не выкидывали. Зато, смотрите, мусор вот тут навыкидывали. Кто-то наставил. Интересно. Или это собрали его? Ну, понятно. Не совсем понятно. Так, идем дальше. У меня обувь скользкая, я боюсь отскользнуться, потому не тороплюсь особо. Так, а это у нас... Сейчас посмотрим дома. Тут как проезжая часть. Машина за машиной, машина за машиной. Какой-то домик. Интересный тоже. Вроде бы КПД, но у него балконы как-то странно. Типа общага или что там, даже стекол я местами не вижу. Какой-то странный дом. И вот эти на 4-м этаже в окне встроен холодильник, естественно. Тут висят тоже. Видать, это какая-то общага. Сейчас адрес вам скажу. Петра Алексеева, 21/4 дом. Вот такой вот он. Ну да, он нестандартный. Если стандартный КПДшка вот такая, то эта КПДшка, она какая-то, я не знаю. Ну и общаги их сразу отличают. Можно отличить по окнам, да. Вот видите, да, сваи. Вот так вот все вот сваи здесь сделаны. Так, ладно, идем. У нас, кстати, снег падал недавно. Много так нападало. Вот, а тут лед, прямо лежит лед. Там, видать, трубы плохие. Но это плохо. Потом вот это все оттает и будет разрушать фундамент. Чего так боятся все. Мало того, что от воды разрушается бетон. Так, смотрите, тут вот. А здесь, смотрите, тоже видим лед, как бы решетка.
так вот она все. Ну, уже решетку эту местами смяли. Вот. И туда, видать, люди лазят. Так, все, надо выходить. Надо выходить. Смотрю, тут собак выгуливают. Вот, следы собачьи неожиданности, да? Но что радует, смотрите, какой шикарный двор. Вот между этими двумя КПДшками просто для многих современных строений, вот как сейчас строят эти дома многоэтажные, муравейники, это просто мечта. То есть игровая зона вот такая вот гигантская, да, по современным меркам. Просто по современным меркам. Ну и жильцам можно, в принципе, машины свои ставить. Тут вокруг вот места есть. Сейчас, конечно, уже так не делают. Сейчас все впритык. Значит, по 25 этажей, по 40 даже в Москве какие-то делают. Вот тут эти велосипеды еще. Прямо люди забывают. Домой не хотят затаскивать, у них так вот стоят. Ну тут, наверное, видеокамеры наблюдения еще закреплены, поэтому вот я был в Прометее, там, по-моему, у них вот полностью все. Там причем этих велосипедов видимо-невидимо. Прометей, кто не знает, это такой микрорайон. Ну, как в ДСК ехать там вот. Это уже не центр Якутска, это как бы уже подальше, да, центра. Туда надо отдельно ехать. Вот там этих велосипедов, видимо, не видел. Так, ладно, пока я выключу, что-то у меня все-таки холод, рука подмерзает. Так, перешел я дорогу Петра Алексеева. И сейчас мы вот двигаемся тут внутри квартала уже. Внутри квартала. Так, впереди 23-я школа. Здесь детский сад. Вот сейчас советские такие мощные строения. Вот, смотрите, какие сваи мощные. У них там решеткой тоже все, чтобы никто не лазил под сваи. Ну да. Вот. А это теплотрассы. Вот так вот. По теплотрассам горячая вода идет, отопление. Вот такие вот сваи. Тоже на века сделано, как говорится. Мощно. А сейчас теплотрассы, я что-то смотрел, там все делают как-то смешно. Вот в новых районах тоже экономят на всем. Вот 23-я школа. 23-я школа тоже, по-моему, 1974 года постройки, но ее отремонтировали. Вот смотрите, плиткой вот отделали, да, и смотрите, школу, номер школы написали, трехэтажное, все тут очень неудобно, актовый зал. Я помню, тут на первом этаже, вот, по-моему, вот этот первый кабинет, это был внизу, это кабинет военной подготовки был, НВП. В советское время это обязательно было, как бы шла холодная война в те времена, поэтому школьники обучались военному делу, по-моему, ну, в старших классах, то есть это 9-10 класс. Раньше 11-го не было, учились 10 классов, 1 по 10.